Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях командир медицинского взвода Арслан Мурзагулов из Иглинского района Республики Башкортостан. Арслан, здравствуйте. Здравствуйте. Арслан, вот вы сейчас в отпуске. Какой боевой дух сейчас там, на передовой? Боевой дух высокий. Все понимают значимость своих действий, то, что от каждого зависит общая победа. Поэтому все готовы продолжать, насколько это необходимо. Драться будем до последнего вздоха. Так точно. Как вас провожали ребята в отпуск? Хорошо, напутствовали, сказали, отдохни хорошенько, чтобы с новыми силами возвращайся к нам. Как у нас любят шутить, возвращайся с отпуска живым и здоровым. Все правильно говорят. Ваш отпуск уже подходит к концу. Удалось ли вам отдохнуть? Да, конечно, мне удалось встретиться с многими своими знакомыми, товарищами, коллегами по работе, с родственниками, конечно, и провести время с семьей. Ну и буквально на днях вы уже возвращаетесь туда, на передовую, верно? Да. Но за это время вашего отпуска вам вручили медаль генерала Мингалишева Муратова. Вручил ее глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Как это было? Поделитесь эмоциями. Ну, конечно, было неожиданно и приятно, что не забывают, замечают, что мы работаем, что мы стараемся, делаем все от нас зависящее. Порадовались за меня и коллеги сразу увидели по телевизору, начали писать. И родственники, конечно же, увидели. Все были очень рады, все поддержали. Когда вам вручали награду, все чиновники встали. Но это очень почетно. Ну и по секрету, наверное, расскажу, все-таки, когда вручают награду, мурашки по коже. Конечно, само собой. Ровно год назад вы были гостем этой программы, и вы в тот момент, если я не путаю, были командиром медицинского взвода батальона Достовалова, верно? Да, все верно. А что поменялось за это время? Я немножко выше пошел. Приказом командира принято решение. То есть это была не моя инициатива, а именно командиром, потому что не хватало специалистов. Я как специалист-хирург, травматолог, моя работа как бы там нужна больше, скажем так. Вот. И сейчас я больше занимаюсь именно вот хирургической работой. Вот. Больше уделяю внимание именно вот раненым, больным, именно вот лечебной работе. Вот. А так, в целом, ничего не изменилось. Работа, она как была, она так и есть. Тот же личный состав, практически те же задачи. То есть иногда мы тоже выезжаем на передок, выезжаем, на эвакуацию выезжаем. Роты – это выше, чем взвод. То есть я сейчас командир взвода именно в составе роты. Это наверняка говорит о качестве вашей службы, о ваших личных профессиональных качествах. Это не остается незамеченным. А за этот год как поменялся дух самих бойцов, ваших коллег? Я думаю, он стал даже выше и крепче. То есть сейчас, учитывая наше продвижение активно вперед, то есть мы, скажем так, стали более уверены, что в скорейшей победе. Вот, поэтому тем самым воспряли духом, открылось второе дыхание. До специальной военной операции вы работали врачом в Центральной районной больнице Иглинского района. А совсем недавно встретились со своими коллегами. Расскажите, как все прошло. Ну, все, конечно, были рады. Я в том числе, само собой. Благодарят, говорят, что гордятся мной. Вот, и желают, естественно, скорейшего возвращения живым, здоровым, чтобы я вернулся к своей основной работе. Ну, справляются? Конечно, справляются. Куда они денутся? А удается ли вот при такой насыщенной нагрузке следить за новостями с родной земли? Я знаю, что в прошлом году буквально у вас открылся новый ФАП в Иглинском районе, но когда вы приезжали в прошлый отпуск, вы и сами присутствовали на открытии такого же объекта, но в вашем родном селе. Вот как это происходит, когда на расстоянии следишь за новостями из дома? Ну, отрадно, естественно, все это видеть, наблюдать, что жизнь не останавливается, что в тылу идет жизнь своим чередом. Собственно, ради этого мы там и находимся. Немножко истории. В 22 году
когда я участвовал в специальной военной операции, к нам доброволец приехал из Башкортостана. И как повезло, что его перевели именно ко мне в отделение. И первый мой вопрос: ты откуда? Он говорит: я из Уфы. Я говорю: брат, а мост достроили? И он говорит: да, достроили, я на нем уже ездил. И вот мне было так приятно. Но у нас немножко другая ситуация. То есть мы изначально уже шли именно как национальный батальон. То есть мы все шли из Башкирии, с одного, так сказать, региона. В ходе общения выяснилось, что все знакомые знакомых, и даже родственники, и поэтому было легче намного входить туда, так скажем, и адаптироваться к условиям, находясь среди земляков. А связь с Иглинским родным районом, она какая? Насколько она частая? Насколько часто приезжает к вам? Я знаю, что 49-й гуманитарный конвой отправился буквально на днях из Иглинского района. Доезжают ли до вас? Все ли здесь налажено, вот как вам бы хотелось? Вообще никаких вопросов в том плане, что полная поддержка, я чувствую абсолютно 100% поддержку в лице главы района, в лице главы сельсовета, в лице главврача больницы моей. То есть со всех сторон мне всячески помогают. С любым вопросом, каким бы я ни обратился. Лично вот Гузель Раисовна приезжала. Несколько раз мы с ней лично встречались. Она передает гуманитарную помощь, которую неравнодушные люди. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность землякам, которые активно участвуют вот в гуманитарной помощи. Нам действительно легче служить, в том плане, зная, что мы там нужны. Мне всегда восхищает, когда женщины едут и сопровождают, возглавляют даже, я бы сказала, гуманитарную миссию. Гузель Раисовна Насырова, глава Иглинского района Республики Башкортостан, на мой взгляд, вот, максимально отважная женщина. Да. Всегда готов помочь. Мы с ней на связи, обмениваемся последними новостями. Фотографии, вот я вот люблю заниматься, увлекаюсь художественной фотографией, тоже ей присылаю, она радуется, благодарит. А вы заговорили о фотографиях. Ну, я уже давно увлекаюсь, со студенческих лет, и нет-нет, и видишь какой-то фотосюжет интересный, достаешь телефон там или что у тебя под рукой, и пытаешься запечатлеть. Все-таки это память. Потом, по прошествии лет, уже тяжело будет что-то вспомнить, потому что много забывается, к сожалению. А если будет что-то на руках, я всегда смогу. Давайте посмотрим ваши фотографии. Вы уже 3-й год в зоне СВО, и я знаю, что очень много пейзажных снимков. Скажите, как рождаются такие снимки? Да, это вот по дороге домой, прошлый отпуск, кстати, когда я ехал. Это вот весна ранняя. Замечательные кадры. Подснежники. Да, очень. Это вот ночной рейд наш на эвакуацию, поехали мы. Это отдельная история, связанная с этой фотографией. Это очень трудный день был. Это ночные пейзажи, сидя в окопе. Это больше, чем фото, по-моему. Это точка эвакуации, да, вот рация, как видите, висит для связи. Это библиотека в одной из деревень разрушенных. У вас история была, вот вы сказали, очень трудный день. Это был один из наших первых штурмов, который именно был в Курахском, как сейчас говорят, направлении, тогда он считался Авдеевском. И был штурм лесополосы. Мне была поставлена задача организовать эвакуацию, пути подхода и так далее. Мне пришлось 2 раза туда пешком идти, параллельно просматривая пути эвакуации. И в тот день я протопал 25 километров пешком. Ого, такой долгий путь. Я, конечно, понимаю, что оснащение армии у нас на самом высоком уровне, но, тем не менее, есть видео, где вы эвакуируете раненого на таком подручном приспособлении. Вот данное приспособление, как вы видите, это относительно недавно разработанная конструкция, эвакуационная тележка, так называемая. Она именно приспособлена для эвакуации раненых. То есть там все продумано в том плане, чтобы максимально, так сказать, было комфортно для раненого. Едет человек, грубо говоря, на колесе, то это гораздо тем, кто эвакуирует, то есть это получается гораздо быстрее, безопаснее для самого эвакуированного. Одно дело нести на себе, то есть он весь травмируется, это тяжело, это не так просто. А удобно вообще? Она именно, да, она, так сказать, прошла боевое крещение, она подтвердила свою эффективность.
я уверен, что медики и в обычной жизни всегда готовы на подвиг. А в профессиональном плане что вам дало СВО? Очень большой хирургический опыт я получил и продолжаю получать, потому что в мирной жизни таких ранений, как там, у нас попросту нет, не было, и слава богу. То есть это осколочное ранение, то есть это минно-взрывная травма. Обогатил ваш профессиональный опыт. Конечно, И естественно. наверняка вы его внедрите уже в мирную жизнь. А чем планируете заниматься после долгожданной победы? Ну, особо я об этом не задумался, но однозначно я не брошу свою врачебную деятельность. Вот. А пока я вернусь в свою деревню, поработаю, отдохну, так сказать, душой. Ну, а там видно будет. Загадывать я пока не хочу. Не пожалели, что все-таки связали свою жизнь с военной службой? Нет, вот если честно, не было ни одного дня, когда я сказал, что зачем я сюда пришел, и не хочу, я хочу вернуться. Ни одного такого дня не было. Каждому нашему гостю мы задаем этот вопрос. Вы сейчас возвращаетесь с отпуска к ребятам, что бы хотели им пожелать и тем, кто приближает победу в тылу? Ну, в первую очередь, вернуться живыми и здоровыми к своим семьям, к своим родным, близким. В целом, желаю всем общей победы, мирного неба над головой, мирной жизни, растить детей, создавать семьи, ну и ждать нас. Будем надеяться, что это станет доброй традицией, и вы вернетесь в следующий отпуск и станете вновь гостем передачи «Своих не бросаем». И хочется сказать огромное спасибо всем медикам, всем ребятам на фронте, всем тем, кто приближает победу в тылу. Спасибо, что пришли. Спасибо. Если позовете, с радостью приду. Самое главное, возвращайтесь живой и здоровый, и с победой. Спасибо. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Победа будет за нами.